городе Речице, Гомельская область. Все началось со двора. Просто позвали старшие ребята поиграть. И мне это очень сильно понравилось. И потихоньку потом один парень подошел к моим родителям и сказал: отведите его в футбольную секцию. Так и начался мой путь футбольный. Но он мне дал все, там мой первый тренер, который занялся мной, у нас была хорошая, крепкая команда. Сейчас тоже многие люди еще занимаются, продолжают играть. Большинство, когда я ростом, да, все играли постоянно, там куда ни приди, везде играли, во дворах. А сейчас, да, немножко с этим трудноватости, потому что, нету искусственного нормального поля, то есть людям другое интересное стало. Перешел с Речицы, сначала играл за Гомель, и оттуда я поехал на просмотр, меня пригласили в РГОР, академия. Так и приехал, там потренировался, и меня взяли. Довольно хорошо, я сам хотел в Минск уже давно. Даже с детства у меня была какая-то такая мечта, что надо сначала попасть в Минск, а от Минска уже все пойдет дальше. Поэтому, наоборот, обрадовались, они не боялись за меня, знают, что все будет хорошо. Этот город для меня стал как родным. Я тут уже проживаю больше 3 лет. Мне очень тут нравится, я сюда никуда вообще не хочу уезжать. Я очень сильно обрадовался, когда меня первый раз вызвали. На первых сборах меня не было, то есть меня не вызывали, потому что, я был слабым, я согласен. Но потом я попал в РГОР, и оттуда все началось. Меня вызвали на первый сбор, я был безумно счастлив, горд, что, меня с Речицы позвали туда. Это было очень круто. Где бы мы ни были, но особенно в таких городах Европы, мы были в Голландии, в странах Голландии, были в Швейцарии, да, там люди живут футболом, там много полей, все сделано для того, чтобы ты заиграл. У нас с этим, конечно, трудноватости, хотя тоже исправляемся потихоньку. У нас тренера, люди все хотят, чтобы были готовы сразу футболисты, они не хотят, вроде как и хотят развивать молодежь, а вроде как и хотят, чтобы были сразу все готовы, в Европе к этому относятся немножко по-другому. Там с детства начинают тебя растить, за тобой следят постоянно. А у нас в некоторых городах тренер приходит и просто дает мяч и играй как хочешь. Нет, в моем городе такого не было, знаем, тренер постоянно следил, а так большинство. До того, как перешел в Торпедо, меня вызвали в сборную, и до этого я приходил на тренировки в Торпедо Минск. Да, мне очень понравилась команда, мне понравилось, как проводятся тренировки, все. То есть мы тут работаем больше с мячом, мне это очень нравится. И после игры, когда я сыграл за сборную с Арменией, мы играли, забил гол, и мне предложили первый свой контракт. Сказали: не хочешь ли ты попробовать у нас? Я сказал: да, почему бы и нет. Такой волнительный, если честно, момент был. Но родители отнеслись к этому, наоборот, с хорошей стороны. Да, я обычно с отцом разговариваю на все эти темы. Но мама тоже интересуется. Могу, если с утра тренировки нет, могу пойти с мячом поработать, пробежаться, потом прийти, сходить вечером куда-нибудь погулять, чтобы отвлечься от всего. Режим соблюдаем. Показывать красоту на футбольном поле.